Укажи участок для ремонта. По такому принципу реализуется проект Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог». Благодаря содействию неравнодушных жителей удается оперативно решить насущные проблемы. В данном случае одно из главных бед на Руси. Репортаж Мадины Пугоевой. Еще пару месяцев назад дорожное покрытие по улице Московской считалось едва ли не самым худшим в Назране, однако и эта проблема нашла свое решение. Активисты ОНФ одной из первых отметили ее на карте убитых дорог и добились, чтобы местные власти как можно быстрее ее отремонтировали. Несмотря на жаркую погоду и водителей, которые то и дело, заезжая на свежевыложенный асфальт, изрядно мешали, дорогу удалось привести в надлежащий вид в короткие сроки. Эта дорога нуждалась в ремонте, мы ее помним до ремонта. Были ямы, и сам асфальт был в плохом состоянии. Сделали тротуары, коммуникацию сделали новую. Как нам говорили, 3 метра расширения дороги сделали. На 3 метра расширили дорогу. Ну, в целом, вы видите, уже совсем другой вид на улице. Следующие на очереди улицы имени Гайрбека Хаджи и Западная. Состояние дорог оставляет желать лучшего. Ямы, пробоины и асфальт, которые местами уходят под землю, создают препятствия для водителей. Именно этот участок дорожного полотна активисты ОНФ взяли на заметку. Пока фронтовики ведут переговоры с местными властями, автолюбители негодуют. Улицы есть сегодня солнечно, погода мивен, есть такие ямы, где машина началась, а мелцание машин бегает, хины жлаты. Как ждут? Машина сделал ходовой полностью, и машины делают. Так, ценник хаджа делают, а неопытный шофер делают. Машина доехалась, авария не служит, метик делают. А тем временем ряды активистов ОНФ пополняются. Тамерлан Гадабошев, еще студент, но для своей республики готов трудиться, не жалея ни сил, ни личного времени. По пути в вуз, признается он, часто встречаются действительно убитые дороги. А потому Тамерлан решил на деле проверить эффективность карты. Я неоднократно сталкивался с тем, что с этими разбитыми дорогами, не работающими светофорами. Я был участником даже аварии из-за этого. Последовать примеру молодого человека может любой желающий. Достаточно зайти на сайт дороги.онф.ру, найти на карте свой город и отметить на ней участок дороги, который, по его мнению, нуждается в ремонте. Как только отметка появится на сайте, жители республики смогут проголосовать за ту или иную улицу. Та, которая наберет наибольшее количество голосов, будет отремонтирована местными властями в первую очередь. Мы собираем всю информацию и передаем главам администрации. Создается рейтинг этих улиц. И заносится в план ремонта на 2017 год. У нас 23 улицы уже существуют на карте убитых дорог. Из них по Назране у нас 2 улицы, по Малгобеку 4 улицы. И по Карабулаку есть 1 улица, уже которая ремонтируется. Очень скоро у неравнодушных граждан появится возможность добавить на карту не только участок дороги, нуждающийся в ремонте, но и отмечать на ней дорожные дефекты, открытые люки, стершиеся разметки, неработающие светофоры и так далее. К тому же смогут воспользоваться и мобильным приложением, которое в разы упростит задачу. Мадина Пугоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.